Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. В нерабочие дни медучреждения продолжат оказывать экстренную медицинскую помощь, а тем, у кого нет документа о вакцинации, сделают ПЦР-тест. На трассе Вилюй завершился капитальный ремонт, установили множество светофоров, дорожных знаков и остановок. Alrosa Diamonds выпустила ювелирную коллекцию Moments. В нее вошли украшения из белого и желтого золота с бесцветными бриллиантами. В нерабочие дни медучреждения продолжат оказывать высокотехнологичную и неотложную помощь, в том числе при коронавирусе. Об этом говорится в списке решений правительства. Сохраняется круглосуточный режим работы в отношении организаций, которые оказывают специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь, включая медпомощь при COVID-19. Кроме того, федеральные учреждения должны обеспечить прием и госпитализацию граждан для оказания им медпомощи в экстренной и неотложной форме в амбулаторных условиях, говорится в документе. А россиянам без документов о вакцинации или перенесенном ковиде во время госпитализации в нерабочие дни будут делать экспресс-тесты на коронавирус. Такое решение также принято правительством. Согласно документу, медучреждениям поручено обеспечить проведение поступившим по экстренным и неотложным показаниям, в том числе доставленным бригадами скорой помощи, не имеющим документов в виде QR-кода, проводить экспресс-тестирование на выявление коронавируса, говорится в документе. Тем временем период грудного вскармливания исключен из перечня противопоказаний для вакцинации спутником ВИ. Соответствующие изменения внесены в инструкцию к препарату от 15 октября. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Минздрава России. Клинические исследования по применению препарата Гамковид-Вак у женщин, кормящих грудью, и младенцев отсутствуют. В настоящее время неизвестно, способны ли действующие вещества, входящие в состав вакцины, проникать в грудное молоко. Перед принятием решения о вакцинации кормящей женщины необходимо оценить риски и пользу данной вакцинации, говорится в обновленной инструкции. Одна из самых обсуждаемых ограничительных мер – это система QR-кодов, которая заработала в Якутии с 20 числа. Поэтапно до 1 ноября к QR-системе будут подключены учреждения с массовым посещением людей. Куда теперь не попасть без предоставления документов, узнавала Ульяна Шагина. Мне, пожалуйста, один билет. Здравствуйте. Предъявите, пожалуйста, ваш QR-код. Теперь в кинотеатр за билетами только при наличии личного QR-кода. Кассир за стеклом проверяет наличие документа. Вместе с ним для подтверждения личности паспорт гражданина. Сегодня первый день обслуживания по QR-кодам. У многих зрителей уже есть и QR-коды, и получившие вакцину. Ну, люди вообще как отнеслись? Люди к этому отнеслись спокойно, потому что понимают, что это все делают для людей. Опрос также показал, что многие не против нововведения. Особенно пожилые. Как правило, эта категория людей более осознанно относится к своему здоровью. Ну, надо защитить себя и людей, и близких, окружающих. А вы как считаете, QR-код Вот нужен, так не же, нужен? да. Себя надо защищать, потому соседей. А вы сами вакцинированы, да? Вакцинированный был. Я считаю, это нормально. Нормально? Потому что такие все мероприятия никак не помогают, какие бы они по плану, да, придумали. Ничего не помогает. Я считаю, народ вообще какой-то несознательный. Без масок мы везде ходим. Это хорошо. У вас есть QR-код? Я переболела. Я должна вытащить госуслуг и буду ходить, конечно, с этим кодом. А так у меня в декабре вакцинация. Давайте посмотрим. В Национальной библиотеке республики для считывания QR-кодов читатели установили специальное устройство. Оно считывает штрих-код о вакцинации как с телефона, так и с обычной бумажки. За снижение количества посетителей здесь не переживают. За время пандемии хорошо освоили дистанционную работу. Национальная библиотека за это время достаточно сильно усовершенствовала свою электронную библиотеку. Мы можем обслуживать читателей полностью, пользуясь этим сервисом. У нас есть колл-центр, куда могут наши читатели обратиться. И у нас есть возможность осуществлять доставку книг на дом, используя наш библиомобиль. Отрасль культуры относится к наиболее пострадавшим во время пандемии. После долгого перерыва учреждения начали свою деятельность, хоть и с 50% заполняемостью своих залов. Здесь надеются, что требование показать QR-код при входе никак не напугает посетителей. Ведь это в первую очередь их же защита. Ну и, конечно же, для театров и кинотеатров шанс продолжить свою деятельность.
На самом деле для всех трудность. Мы 1 год почти вообще не работали. Сегодня это возможность нам работать, и мы рады любой возможности с кодами, с масками работать. Оно дает для того, чтобы обеспечить и безопасность человека, который пришел к нам в гости, и чтобы мы не были рассадником, где идет распространение коронавирусной инфекции. Поэтому это сложность, но сложности преодолимые. Для того, чтобы получить свой личный QR-код, нужно просто зайти по своей учетной записи в портал государственных услуг. Далее заходим в раздел «Вакцинация от ковид» и «Дневник вакцинации». В открывшемся окне сертификат по вакцинации будет доступен как на русском, так и на английском языках. Помимо сертификата вакцинации можно показать справку о перенесенном ковиде. Оба документа должны быть с QR-кодом, подтвержденным на портале госуслуг. Документы можно носить как на электронных, так и на бумажных носителях. Помимо этого, для подтверждения личности нужно носить с собой паспорт, либо любой другой документ с фотографией. К внедрению QR-системы готовятся и спортивные объекты. С 25 октября родители с детьми без подтвержденного штрих-кода на тренировки не пройдут. Некоторым это не нравится, но к новым реалиям придется привыкать. У меня медотвод, поэтому как я буду без QR-кода ходить? А получить медотвод тоже там свои должны быть какие-то показания определенные. Мне например, некогда пока что ходить. Тут и до QR-кода было все строго. Все-таки работа с детьми, спорт, учреждения долгое время были закрыты. Так что все понимают, насколько важно обезопасить себя, родителей, конечно же, детей. Сейчас у нас проходят контрольные игры среди наших спортсменов ограниченными командами. За вместо 22 человек в составах участвует по 11 человек с каждой стороны. Ну и, соответственно, выдаем списки ограничения зрителей. У нас присутствует не больше 50 человек, родителей, которые могут следить за играми одновременно, да. Соответственно, выдерживают дистанцию и одевают маски. Спортивные объекты, там относятся все спортивные залы, плавательные бассейны, ледовые катки, тренажерные залы, фитнес-клубы. Просьба каждому жителю нашей республики, любителям активного образа жизни, любителям физической культуры и спорта, отнестись к данным требованиям с пониманием. И хочу призвать всех жителей уважать друг друга, любить друг друга, сохранять здоровье своих родных, близких. Третий этап внедрения QR-кодов начнется с 1 ноября и коснется уже учреждений общественного питания, ресторанов, кафе, столовых и банкетных залов. Из-за роста заболеваемости ковидом в Москве тоже приняты дополнительные меры для борьбы с пандемией. Столичные власти объявили домашний режим для москвичей 60+ и граждан с хроническими заболеваниями, а также перевели на удаленку не менее 30% сотрудников. Кроме того, мэр Москвы ввел новые антиковидные меры – нерабочие дни. Сколько дней продлится локдаун, как будет жить город и как обезопасить себя от заражения – об этом в материале Айсены Бурнашовой. Ситуация с коронавирусом в Москве продолжает развиваться по худшему сценарию. 30% рост заболеваемости в течение 5 недель подряд. Чтобы не достичь исторических пиков, с 28 октября по 7 ноября в городе установлены нерабочие дни. Прощайте шопинг и развлечения. В период локдауна в Москве будут работать только аптеки и магазины с товарами первой необходимости. Закроются кинотеатры, концертные залы. Общепиты продолжат работу только на вынос и доставку. А музеи и театры будут открыты, но только по QR-коду и при условии заполняемости зала не более 50%. Нерабочие дни являются самым эффективным способом снижения заболеваемости и смертности от ковида, так как позволяют в короткие сроки разорвать максимальное количество цепочек распространения заболевания. Антирекорд 4-й волны. Только в понедельник число заболевших перевалило за 6 тысяч. Уже в пятницу эта цифра выросла до 8166 случаев. Уже сейчас в особом фокусе Роспотребнадзора общественные места, а также наличие средств индивидуальной защиты. Усилили контроль антиковидных мер и на транспорте. Теперь в метро штраф 5000 рублей может грозить не только безмасочнику, но и пассажиру со спущенной маской. В постоянном представительстве Якутии также следят за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер на транспорте. В московском автопарке 18 машин. Перед каждым рейсом водители обрабатывают салон, руки и следят за наличием масок у пассажиров. Понятно, что с каждого же не спросишь, делал прививку, не делал, болел, не болел. Но хотя бы это элементарная такая вещь, что маска одета, не одета, это водители следят за этим.
Андрей Морозов понимает всю важность антиковидных мер. Он сам переболел коронавирусом. У мужчины было поражено 63% легких, тяжелое состояние. А ведь все началось с легкой температуры, вспоминает механик, а закончилось аппаратом ИВЛ. Андрей с ужасом описывает больничные будни и призывает не пренебрегать антиковидными мерами, включая вакцинацию. Я заболел, в тот период, когда еще вакцинация массовая не проводилась. Уже на стадии выздоровления повели меня на КТ. На первый этаж спустились, а там стоит несколько каталог медицинских. И там лежат люди в черных мешках. И поэтому я понял, уже вышел с больницы, что надо вакцинироваться. Я сразу пошел, вакцинировался. И буду ревакцинироваться, когда будет необходимость. Жить хочется, поэтому... Во благо здоровья своего и близких вакцинировался и якутянин Алексей Иннокентьев. Первый компонент он получил в апреле, второй в начале мая. На следующей неделе собираюсь получить вакцинацию. Я очень надеюсь, если каждый из нас получит вакцину, отменят все те ограничения, которые были предприняты. Нерабочие дни в Москве, объявленные с 28 октября по 7 ноября, должны сорвать несколько циклов заражения коронавирусом в городе. Продлят ли локдаун после, неизвестно. Но, как говорят врачи-инфекционисты, именно сейчас наступил переломный момент, когда все зависит от нашего выбора. Что касается данной коронавирусной инфекции, то она, скорее всего, станет управляемой после того, как будет внедрена повсеместно вакцина. Самое эффективное – это вакцина. Тогда не будет большого количества заболевших, не будет большого количества людей, которые нуждаются в госпитализации, не будет огромная нагрузка на отделение. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Возвращаемся в Якутию. На участках дороги, проходящих по Нюрбинскому, Сунтарскому и Мирнинскому районам республики, привели к нормативам дорожное покрытие и 59 искусственных сооружений. На объекте капитального ремонта длиной примерно в 20 километров трассы Вилюй специалисты обновили 24 сооружения. Кроме того, провели комплекс работ по обустройству дороги. Установили более 100 новых дорожных знаков, 3 светофора, 2 автобусных павильона, свыше 4 километров барьерного ограждения и линию электросвещения длиной более 1 километра. На другом участке, который проходит через Нюрбу, дорожники привели в норму 14 сооружений протяженностью 274 метра. Установили более 6 километров линий наружного освещения, 10 светофоров, а также пешеходное ограждение протяженностью более 2 километров и более 200 дорожных знаков. Alrosa Diamonds выпустила ювелирную коллекцию Moments. В нее вошли украшения из белого и желтого золота с бесцветными бриллиантами. Проект поддержал Совет по натуральным алмазам, глобальный эксперт по бриллиантам. Проект призван обратить внимание на истинную ценность бриллианта, его уникальную историю происхождения в миллиарды лет. Название коллекции Moments – символический отсыл к ярким и лучшим мгновениям в жизни, которые остаются в памяти еще и благодаря ювелирным подаркам. Также коллекции сняли мини-фильм с Анной де Армас, голливудской актрисой. В коллекцию вошли подвеска из желтого золота, изысканное колье, браслет из белого золота, серьги-пусеты, а также кольца с бриллиантами разных огранок. В завершении о спорте россиянка Александра Трусова выиграла первый этап Гран-при по фигурному катанию в Лас-Вегасе в соревнованиях одиночниц. Трусова лидировала после короткой программы и показала лучший результат в произвольной – 154,68 балла. В сумме двух программ россиянка набрала 232,37 балла. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.